продовження. Значить про це, що камера треба було продовжити. Ну, яка була. Значить, для віри. Ось порахувати. До 88-го. «И стает душа, включаючи 88-й, и стает душа моя о спасении Твоем. И стает душа моя о спасении Твоем, уповая на Слово Твое. И стают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но устав Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего, когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих». Слідуючих 8 це буде до 96-го. Можна взяти Лену. Вже Даниила Аня вже вчитані. Елена Леонідовна Міронюк. Хелен Кобзар тепер. Про сертифікат, як воно йде, як воно роджено, як воно і Яків слово, і Ізраїль є слово. Після того, як і навіть Ізраїль названо. Багато прийдуть до Сходу сагу, з Авраам, Ісаком, та як он царстві небесне? Вони ж царство будуть покинути темряві зовнішнього, плащ край зубів. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Тепер ідуть так, що через 100-й, і там біля 100-го, для мене. 8 слідуючих до 104-го, 104-й включно. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладкие гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелением Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Тут дещо буде, зараз я поправляти це, що я читаю, це воно так написано, це не то, що я так роблю, як тут читаю, дещо, тому що я не клянусь зовсім, я і не присягаю. Ось, ну, це буде слідуюче для Леоніда Григоровича Миронюка. Якби во ім'я його. Це буде аж, якщо 104, 6 і 2. Ось, то буде 110, 112. 112 включаючи. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца». Якщо присяг, то може в якійсь другій мові якось присяг. Ну тут написано, я ще розвернувся. «Я клялся хранить праведні суди Твої і исполню». Далі.
Тепер Єфросиній Івановна Миронюк, Єлизавета, на церкві Білоусова, роджена. Це 120 буде, включаючи. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не пострами меня в надежде моей. Подержи меня, и спасусь, и уставы твои буду вникать, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Еще 8. Тоже для Єфросинії Івановни Білоусової. Миронюк за чоловіком, я вернувся з війни, Григорій Володимирович. Єлизавета дана в церкві ім'я. Марія і Єлизавета в одному хаті на офіцерській жили. Скільки час. 128, включаючи 128. Я совершал суд и правду. Не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не удали меня гордые. И ставят очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставом твоим научи меня. Я раб твой, вразуми меня, и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Григорій Володимирович Миронюк теж по 2. Там кінцевих 8 буде для всіх остальних, навіть хто оце може слухати зараз, би зарахував, ось теж був би дав заявку. Всіх, і хто не вміститься з Миронюків чи інших, кого Маринк Тарнавський, Білоусов, Вінникевич, Чепорук, чи хто. Хто побажав, хай собі добавить останніх 8. Там є 176 тільки. Всім остальним буде. Нема значення, хоч їх мільйони будуть. Декілька мільйонів, чи скільки, хай буде навіть. Значить, зараз Григорій Володимирович Миронюк, я 2 по 8. Це буде 36, 136 перше включно. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открывай уста мои, и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай владеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от огнетения человеческого, и буду хранить повеления твои. Осияй раба твоего светом лица твоего, и научи меня устам твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего. І більше може бути, да? Мільйони, так що це от unlimited стільки, хто би забажав цьому. Може, і для кого, і Богу, для кого навіть, хто би забажав навіть. Значить, 36, то буде 144. Праведен ти, Господі, все Григорій Володимирович Миронюку в ім'я отак. І все, що може дати, так, як тільки може дати, в найкращому. Праведен ти, Господі, і справедливі суди твої. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, вечная, а закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня. Заповеди твои утешение мое. Правда откровений твоих вечно, вразуми меня и буду жить. 144 тисячі не скоренили жінками є на горі Сіон. 144 час. Правда откровений твоих вечно, вразуми меня и буду жить. Ще 8 також. Нарешті може дати всьому.
152 включающий. 152. «Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы не углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавства далеки, а не закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки». Тепер мисль прийшла для Йосипа Зінкевича. Мені хтось об'яснив, що в нього Хомович, це Хома, Томас, батько, ну, по батькові в нього. І Йосип Хомович Зінкевич. Йосип Зінкевич, який з Польщі спалили хату, і він пішов на Західну Україну, євреям казав. Або в Ромельську, або в Волинську область. Хотів в Америку взяти. Цукерман, кажеться, його ім'я. Юзьо, їздив в Америку, ніби така є розповідь. Каже, у мене ж діти. І тоді, каже, отода. То, значить, вперше в селі, а потім отак приписалися. І хата построєна. Ось, де вони є зараз в Луцьку. Яка був. Казав, пам'ятай мене, коли тобі буде добре, ці слова. Я його згадую. Ну що ж, в мене був саморобний сарай. І сам зроблений, там і світло було, і все. Як воно рахується, тим всім, що Нагорна проповідь, саморобний сарай, все, що в селі пережив, що треба було жити на острові, ось, без документів, ось, прийдеш, до земля знає, бо так часто слова Христа 4 роки з половиною, чи більше от, крутив. Мені кажуть, навіть більше 53 рази було ці от, риски. Це раз за разом Нагорна проповідь. Де слово Соломон є, Єрусалім. То от таке от, ну, це от, не більше і не менше про це думати. Значить, для нього теж по 2, по 8. 160 включно. Перше. «Воззри на бедствие мое, и избав меня, ибо я не забываю закона Твоего». В ім'я Його, що воно найкраще може дати. «Вступись в дело мое, и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставы Твоих не ищут. Но щедрот Твои, Господи, по слову Твоему оживи меня. Но щедрот Твои, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей». 168, щоб було включено. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуйся слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповай на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою». Це буде, може бути, для Єлени Зінкевич, але це вже всі останніх 8. І всі остальні, хто б не поправив, і Марія, і всі остальні. Ну, це от так ось. Хай не подумають, що це ось якось, щоб їх знецило. Є можна собі почитати слово теж. Ну, отак, так як Бог дає. 8 от для Єлени Зінкевич, хто б інший побажав. Для Марії Маронюк и всех остальных. Марин Тарас был Зінкевич, Чупринг, можно сказать, всех 12 стран Израиля, можно тоже сказать, если можно. Ось, і порахувати, що офіцерська 13, їх би так помістити ось туди, якщо б помогло в той час, скільки воно легально нам, щоб всяке зло йшло, бо там вже і затрав біля груші Єремія. Ну, якщо можна, в цьому якось теж так образно. Ну, це так, що я ж і на єврейській мові теж слова Христа, адвент всім роблю. Слава Богу. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи. По слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое. По слову Твоему избав меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня устам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
Да будет рука Твоя помощь мне, ибо я повеление Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, а закон Твой утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, а суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, защити раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Вот так в Россию, Москву и Санкт-Петербург получилось с висоти ці слова. Для Кості Хромова Санкт-Петербург і однокласниці, вони йдуть на 3 мовах. Ну так як Леонід Григорович на російській мові це все читав. Солдатська баня була для нас, це був Радянський Союз. Як в солдатській бані могло говоритися? Третя хата по щоту. Це 13-й будинок офіцерська. А ось оці слова, я думаю, спіючи до заходу сонця. А не то скільки Бог дасть. Скільки Бог дасть, бо кладовище закривається з заходом сонця. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Написано также, не искушай Господа Бога твоего. Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо не утешатся. Блаженны кроткие, ибо не наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо не насытятся. Блаженны милостивые, ибо не помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо не Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно сословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз вы выбросите ее вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не дал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Вы слышите, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось из себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось из себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится разведенный, тот прелюбодействует. Что слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. Я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышите, что сказано: око за око и зуб за зуб. Я говорю вам, не противиться злому.
Но кто ударит его в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, прославляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? И так же ли поступают язычники? Так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Да, когда отпоришь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда отпоришь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, ищи тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молись же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то просит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не просит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, ищий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то есть тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то есть тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежи? Смотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Ибо одежи, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не девался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас маловеры. Так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Не судите, да не судимы будете, и каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбы, подал бы ему змею.
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Ходите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и много идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немного находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежи, а внутри суть волки хищные. По плодах их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или из репейника смоквы, так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодах их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и налили на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Це тільки що було 6 речень. І Нагорна проповідь від Матвія на російській мові. Це все пішло до однокласниці Ольги Арбузової, Фесик, дівоча фамілія в класі, яка була. І Костя Хромов, Костянтин Хромов, Санкт-Петербург. Це двом вони до кінця витримали. Андрій Артамонов десь на половині весь перестав. Це що прийшло так, що не можна було висилати вже. Пішов якийсь Деймон, чи як воно, коли от, не той адрес. А вже потім вже так, вже і на нього то повне теж висилалося, і на інших ось. Навіть в UK навіть висилав. Навіть на Іванку Трамп на ці от висилав, коли інаугурація була, бо там і waterboarding чулося, і це все. Висилалося і на Мейк Пенс, і їхню рідню, і на Джордж Буш. А ось висилалося даром. І це от. На Кейт Міддлтон, щоб і Вільям отримав, і інший. Королева Англії, канадський прапор був. Вже ж в цьому, Шренс Гаспел. Інший. І Чарльз, і Каміла, і всі. Я її названня не називаю. От. Ну, це от. Понять мене можна. Як хто що. Філіп, чоловіки. Отче, пришел час, вот это тоже высылалось до конца. Отче, пришел час, прослав Сына Твоего. Да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя и единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославил меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. И открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. И они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не во всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я бросался в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, это сбудется Писание. Ниже Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как я не от мира. Освети их истиной Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня.
и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино.